Здравствуйте, мальчишки и девчонки, здравствуйте, уважаемые родители. Это программа «Биргаля Иряник», программа, в которой мы вместе с вами учим слова на татарском языке. Сегодня в нашей студии семья Гильмуддинова, которую мы поделили на две команды. В первой команде у нас Сулейман вместе с папой Рамилем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Как дела? Хорошо. Это хорошо. Во второй команде у нас Тамерлан вместе с мамой Аделей. Здравствуйте. Здравствуйте на самом деле. Да, на самом деле пишется «здравствуйте», а говорится «здравствуйте» просто. Видите, какие у нас умные участники. Вот давайте с ним поближе познакомимся. И с Сулеймана начнем. Сулейман учится в 1 классе школы «Мозаика Кампус». Учится он хорошо, всегда ответственно подходит к занятиям, много времени проводит за книжками, любит читать. Сейчас ждет выхода фильма на экран и читает книжку «Волшебник изумрудного города». Он также посещает музыкальную школу, кружок по самбо. В свободное время любит ходить в кино вместе с семьей, мечтает стать врачом и открыть личную клинику. Так, Сулейман, правда это? Да. Да, почему хочешь стать врачом? Он много зарабатывает. Ну, чтобы много зарабатывать, надо же много трудиться. Но я не знаю. Будешь много трудиться? Да. О, это мы в Турции. Это вы в Турции отдыхали, да? Вот сейчас на экране мы видим фотографию. Круто, молодцы. А это ты где? Это я не помню. Не помнишь, ну потому что маленький был. А в семье есть у тебя врачи, расскажи? А я был? Да. Кто у тебя? Мама врач? Так, ну-ка, что она лечит, расскажи. Она... Не знаю. Аделя, кого лечите? Что лечите? Лечу деток, педиатр у тебя мама. А, педиатр. Вот, самый главный человек в жизни детей. Это, конечно, педиатр. Сулейман, ты еще на самбо ходишь, да? Да. Знаешь какие-нибудь приемы уже? Да. Да, то есть можешь за себя постоять. Круто. Рамиль, расскажите, какой он Сулейман? Ну, я вижу, что он такой непоседа. Сулейман у нас очень активный, поэтому у нас посещает самбо, музыкальную школу. Как бы еще он художку хотели его записать. Он очень умный, это учителя все отмечают. Он у нас ходит еще там на лабораторию ума, его готовят к олимпиадам. О, уже в этом возрасте? Да. По какому предмету? По математике. По математике. Ты теперь... По математике еще. Там по русскому, по окружающему. А, то есть ты такой всезнайка. Математику хорошо знаешь? Я знайка из незнайки. Знайка из незнайки, хорошо. Давайте вот с Тамерланом сейчас познакомимся. Тамерлан очень творческая натура, посещает музыкальную школу, студию по дизайну. У него прекрасно получается петь и творить поделки. Посещает садик Мозаика Репаблик. Очень любит своего брата и сестру. Много с ними играет. В свободное время лепит, рисует. Тамерлан очень любит ездить на каникулы в деревню к бабушке с дедушкой, проводить там время. Так, из досье Тамерлана мы поняли, что это еще не вся семья. У вас многодетная семья, да, вас трое. Где третья? Третья у нас дочка. Она постарше мальчишек. Учится в школе. В каком классе? На 5 класс. 5 класс. Ну, в следующий раз приходите с ней. Будем и ей тоже с ней вместе изучать слова на татарском языке. Так, Тамерлан, ты любишь у нас петь, да? Да. Да, какая твоя любимая песня? Злая тучка. Звездочка так называется? Злая тучка. А, злая тучка. Про злую тучку. Хорошо, неплохая песня, насколько я знаю. Ты любишь ездить в деревню, да? Что вы там вместе с бабушкой, дедушкой делаете? Рассказывайте. Я тоже люблю. Тоже любишь ездить в деревню? Сейчас спросим. Что вы там делаешь с бабушкой, дедушкой? Как ты им помогаешь? Помогаю собирать яблоки. Яблоки, так, в огороде помогаешь, очень хорошо. Так, Сулейман, что еще делаете у бабушки с дедушкой? Мы собираем дрова и увозим там, куда нам бабушка говорит. Ага, понятно. Ну, точно настоящие помощники. Ну-ка, Тамерлан, расскажи. Часто ссоритесь с Сулейманом? Нет? Часто. Один говорит нет, второй говорит часто. Так. Я только потом еду в посой. Понятно. А расскажите, пожалуйста, кто первым просит прощения всегда? Короче, я не ссорюсь, это он. Я с ним не ссорился, он сразу, когда я ему на него кричу чуть-чуть, он сразу плачет.
Ну, бывает такое, ничего страшного. На самом деле, мальчики... Это каждый раз случается. Это на самом деле у всех братьев такое случается. И вообще мальчики тоже плачут, и это нормально, между прочим. Ну что, мы желаем вам удачи. Давайте изучать слова на татарском языке. Весна на дворе. И об этом времени года сегодня поговорим. Мы начинаем первый тур, который называется «Жауаптап. Найди ответ». Мы записали рассуждения детей, которые говорят обо всем, что связано с весной. Мальчишки, ваша задача угадать, о чем идет речь. За правильный ответ получаем 1 балл. Сулейман, поскольку ты старший брат, я предлагаю тебе первым начать. Хорошо? Все, внимание на экран. Вот здесь на экране будет вопрос. Это появляется, когда вода застывает. Но эта вода течет из крыши. Они бывают длинные и острые. Мальчики могут с ними играть, как с мячами. Дети любят их кушать, но их нельзя есть, потому что можете заболеть. Из них могут капать капли. Так, что это такое, интересно, Сулейман? Я ничего не понял. Ну вот смотри, с крыши висит обычно, зимой замерзает, а когда весна наступает, начинает таять. Сосулька. Сосулька, правильный ответ. Молодец, отлично. Мы хлопаем. Давайте поаплодируем. 1 балл ты получаешь. Сосулька по-татарски боссенгюсы. Переходим к Тамерлану. Тамерлан готов? Да, давай посмотрим вопрос для тебя. Это часть дождя. Это похоже на грушу по форме. Они бывают маленькие и мокрые. Это то, что падает с сосулек. Они прозрачные и даже могут быть слезами. Капли. Капельки, правильный ответ. Молодец, отлично, ты получаешь 1 балл. Капля по-татарски томща. Продолжаем мы вместе с семьей Гельмудинов. Сосулька, когда это татарское? Сосулька, я же сказал, боссенгюсы. Мы еще не раз это повторим, не переживай. Вот сейчас, Сулейман, вопрос будет для тебя. Готов? Почему ты мне? Ну, потому что по очереди. Это то, что растет на земле. Летом она зеленого цвета, а осенью желтого. Они могут вырасти маленькими или большие. Это такая зеленая штука, по которой приятно ходить. Там могут жить насекомые и черви, поэтому ходить нужно аккуратно. На них может быть роса. Итак, Сулейман, что это такое, как ты думаешь? Трава. Дрова? Трава. Или трава? Трава, правильно, молодец, отлично. С первого раза. Получилось с первого раза, как говорится в одной известной шутке из соцсетей. Действительно, это трава. По-татарски это слово звучит как щирям. Тоже запомните, пожалуйста. А мы продолжаем. Следующий вопрос будет для Тамерлана. Эта маленькая гречка появляется, когда тает снег. А когда течет, он шумит. По нем мы любим запускать кораблики. Когда снег тает, появляются они. Мы говорим, что они бегут, потому что они очень быстро текут. Там можно запускать крышечки из бутылок и соревноваться. Ручеек! Ручеек, правильно, молодец, отлично справился. Ручеек по-татарски гырлявек. А дальше, парни, нужно быть внимательным, потому что следующий вопрос мы смотрим все вместе. Ответ не выкрикиваем. Команду, которая будет отвечать... Нет, выберет наш компьютер. Компьютер выберет, кто будет отвечать. Поэтому внимательно смотрим. Поехали. Это такое животное, которое может летать. И у нее есть перья. И еще они носят яйца. Это то, что летает в небе и живет в лесу. Они могут жить и в городе, и мы иногда кормим. Их можно кормить семечками или другими семенами. Они могут плавать в водоемах и видеть гнезда. Итак, уважаемый компьютер, выбери команду, которая будет отвечать. Сулейман, тебя выбрал компьютер. Утки. Так, ну, утки, хорошо. Как называется вот их более общее название? Утки. Урдек. Это урдек по-татарски, утка урдек. Тут у нас есть сороки, вороны, я не знаю, галки, много их разных. Они прилетают обычно весной. Кто улетал на зиму, тот весной прилетает. Кто? Ну, кто прилетает? Кто летает вообще? Вороны. Вот как они все вместе называются? Птицы. Птицы, правильно, молодец. Отлично, 1 балл мы тебе дарим и отдаем за этот ответ. Птица по-татарски кош.
Итак, на этом первый тур завершен. Итоги после первого тура вы прямо сейчас видите на своих экранах. Мы продолжаем. Мы продолжаем программу. Уважаемые зрители, вместе с вами сейчас вспомним слова, которые выучили в первом туре. Начнем мы с Тамерлана. Тамерлан, как будет по-татарски капля? Капля. Тамща. Тамща, правильно. Сулейман, сосулька. Босс сынгасы. Боссингесе, правильно. Тамерлан, тебе слово трава. Селем. Щирям, верно. Сулейман, переведи, пожалуйста, слово ручеек. Груловек. Горловек, верно. Тамерлан, как будет по-татарски птица? Кыш. Кыш. Кыш — это снег. Да, тут важно не перепутать. Кыш – это зима, а кош – это птица. Вот всего одна буква, а сколько разницы, видите? Да, давайте продолжим нашу программу. Второй тур называется «Истехолдер». Запомни, здесь нам нужно будет с вами запоминать. Итак, Сулейман, Тамерлан, внимательно слушаем правила. Сейчас на экране появится цифра от 1 до 9. За этими цифрами будут располагаться слова, которые мы с вами выучили. Итак, у вас будет 15 секунд, чтобы все запомнить. Готовы? Тамерлан готов? Да. 15 секунд, время пошло, запоминаем. Итак, все, время вышло. Если вдруг Сулейман и Тамерлан не могут дать ответ, подключаются взрослые и помогают. Итак, начнем мы с Тамерлана. Неожиданно, да? Тамерлан, где находится ручеек, горловек? А я знаю. 2. Цифра 2, уверен? Да. Да, давайте откроем цифру 2. Правильно, молодец, отлично. Там находится ручеек, ты получаешь 1 балл. Сулейман, где находится сосулька? В 1 и 4. Какую цифру открываем? Одну из двух. Давайте 4. Может, 1 Давайте 1. или 4? И то, и другое. Давай одну цифру, убирай. Давайте 1. Давайте 1, открываем цифру 1. Там сосульки. Молодец, отлично, 1 балл ты получаешь. Тамерлан, где находится птица? Кош. Как? Я знаю. Каким? Я знаю. Под облаком. Под облаком? Логично. А вот здесь, на экране, под каким номером? Под какой цифрой? Только 5. 5. 5. Давайте откроем цифру 5. Да. Молодец. Отлично. Правильно. Вот так вот радуются наши парни. Итак, Сулейман, где находится трава? 6. 6. Точно? Точно. Открываем цифру 6. Правильно. Молодец. Отлично. Зеленая трава. А теперь компьютер выберет команду, которая будет отвечать. Итак, компьютер, тебе слово. О, Тамерлан, тебя выбрал компьютер. Где находится капля, Тамерлан? Под каким номером? Под тучей. Под тучей. Правильно. А номер какой? Цифра какая? Ой, Так, Адель, помогайте. Капля. Я уж сама, по-моему, забыла так. 9, по-моему. 9, да? Да. Открываем? Да. Давайте проверим цифру 9. вообще-то 9 и 7. Ну да, 9 и 7, по-моему. А нам нужна цифра 9. Итак, вот, это правильный ответ. Молодцы, отлично, я вас поздравляю. На этом второй тур завершен. Да, можно поаплодировать друг другу. Молодцы, у нас пока ничья, а вот дальше нас с вами ждет тур, в котором не будет от меня никаких подсказок. Так что оставайтесь вместе с нами, мы продолжаем. Мы продолжаем нашу программу. Давайте еще раз вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Итак, сосулька, боссингесе, капля, томще, трава, щирям, ручеек, горловек, птица, кош. В третьем туре, я напомню, что здесь нет подсказок, нашим командам предстоит найти общее. На экране для каждого из вас появится 3 картинки. Все они связаны только с одним словом, которое мы сегодня выучили. Ваша задача — угадать это слово и объяснить ваш ответ. Взрослые, спокойно подсказываем в голос. Вы полноценные участники команды. Так, начнем мы с Сулеймана. Сулейман, первые 3 картинки для тебя.
нужно назвать слово, которое их объединяет. Это слова сосулька, капля, трава, ручеек или птица. Трава. Почему? Ну, потому что капельки, наверное, зеленые. Мы ходим по траве, и газонокосилка тоже по траве ездит. Правильно, все отлично, все верно, молодец, это правильный ответ. Так, Тамерлан, теперь твоя очередь. Картинки для тебя на экране. Что их объединяет? Какое слово? Ледышки. Льдышки. По-другому? Это сосулька. Сосулька, почему? Потому что они в форме сосульки, морковка и, ну вот, лед. Лед, и с него капает вода. Правильный ответ. Молодцы, справились с заданием. Отлично. Итак, мы готовы подводить итоги нашей сегодняшней программы. Сегодня у нас побеждает семья Гильмуддиновых. У нас ничья, я вас поздравляю, вы большие молодцы. Ну и, конечно, вас, парни, мы не можем отпустить без подарков. Нашим участникам мы дарим памятные подарки от программы «Брегаля Перяника» и телеканала «Шаян ТВ». Это раскраски, это закладка, ну и, конечно, наш фирменный значок, чтобы всегда вам вспоминалась наша встреча. Придете к нам еще? Да. Все, мы будем вас ждать обязательно, будем учить с вами новые слова. С вами, дорогие зрители, мы можем видеться и чаще. Если вы пропустили наши выпуски, то подписывайтесь на нас в социальных сетях и смотрите все программы, которые выходят на нашем канале. На сегодня мы с вами прощаемся. Учите языки, никогда не забывайте свой родной. Будьте здоровы и счастливы. Пока-пока.